Друзья, всех приветствую. Сегодня у нас 7 число. Большой Невер. Стоянка вот. Заехали, помылись в душ. Покушали. И все, возвращаемся на трассу. Лена. Федеральную автомобильную дорогу. Лена называется. Двигаем в сторону Неринги. У нас там первая выгрузка. Сегодня к вечеру как раз заедем туда. Должны заехать. Уже созвонился, все. Короче, сказали, приезжай. Завтра с утра выкинем. Ну там у меня всего чуть-чуть. На час делов даже не будет. Ну, блин, вообще махом должны выгрузить по-хорошему. Ну, это опять же мои предположения. Я предполагаю. Господь располагает. Как-то так, друзья. Тут начался ремонт дороги. Помните, может, ямы тут были, не знаю, показывал, не показывал. Тут провалы были, капец. Были провалы сильные в дороге. Регрессивное движение. Добрался до Тынды, блин, заколебало, все тут брякает. Тут дорога вообще капец, ребята. Я даже вообще ничего не снимал, потому что за руль двумя руками держался. Ну это просто вообще. Вот взять того проектировщика, кто разрабатывал эту дорогу, все делали. Этот фирму Труд. И расстрелять их нафиг точно. Сталина на них не хватает. Просто вообще капец стало. Перед Тындой такие ямы. Сейчас посмотрим, что дальше. Короче, в Тынде. Двигаем сегодня до Неринги по-любому. Так что как-то так, друзья. Кастрюльки брякают. Это считается типа объездная Тынды. Как-то так. Раньше там она левее уходила. И получается вот там где-то проходила. А теперь вот здесь они сделали. Даже по городу она ненормальная дорога и яма. Как они так делают, что она у них проваливается, я что-то понять не могу, вот просто одного. Ты начинаешь считаешь, что сюда вот сколько сделано дороги, столько она и проваливается. И в этот, как его, и дальше там, считаю, что вся Читинская, Забайкальская, Амурская область, половина наделали дорог. Ладно, не будем о плохом. Короче, скорость доходила даже 10 километров в час. Просто знака нет дороги, асфальт снятый, гравий лежит и все. И как хочешь. Вовремя увидел, значит затормозишь. Если не увидел, то все, вылетел. Так, друзья. Едем дальше. Короче, погнали волосы назад.
Вот они что-то тут тоже вдоль дорог, площадки что-то делают, что-то будет здесь тоже, типа как у нас кофемашина, что-нибудь такое. Видно. Тындинская нефтяная компания даже есть. Дизельное топливо 75. Вот так вот. У них на въезде была ННК, но ее закрыли. Теперь ННК где-то вот с левой стороны, то ли, по-моему, мы проехали уже ее, или еще не проехали. Даже не знаю, сколько там топлива. По-моему, да, уже проехали. Дальше будет Саханефтегаз, сбыт. И Опти, партнер Газпрома. Ну, если здесь 75, тогда там 80, наверное, с чем-то в Якутске будет. Сюда так заехал, тут солнышко светит. Плюс 20. Плюс 20. И на ключах, ключи где вот речки, ключи. Еще лед лежит. Замерзший, не растаявший. Ну, не везде, местами. А, вот она, ННК. Что-то машет. Вот так вот. Ну и вот оно опять начинается. Вот он заканчивается. А ты на спуск идешь, если разогнался. Как? Новая дорога. Что с ним? Или это старый кусок? Наверное, старый кусок. Нет, это новая дорога такая у них. Блять, эту организацию труд точно. Ладно, друзья, дальше включимся. Едем. Короче, до Нерюнгри осталось что-то 80 или 70 километров. Ну, уже границу прошел. Лапри поднялся и куда перевалил. Дорогу. Вон там впереди дорога идет так. А тут еще на макушках снег лежит. Местами снег лежит. Девять градусов тепла. Солнце прячется, все. Здесь холодно становится. Кедровый сланник тут такой мелкий. Все, такая природа началась, кусты.
Вот где-нигде еще эти, ну, листвянки-то непонятно растут. А так вот. Там что-то выкопано в горе и лед. Лед, вечная мерзлота здесь. Местами хороший асфальт. До Лапри так вообще капец было. Прям вообще капец. Зимой лучше было ехать. Зимний асфальт лежал. И после границы вот этот, как его, Якут, по-моему, называют. Ну, Нагорный, то же самое, блин. До Нагорного Погровейки. Там вообще капец. Вот здесь тоже капец. Это что такое-то? Как оно так проваливалось? Закат такой красивый. Все гремит, шуршит. Гремит, шуршит, брякает. Короче, капец, товарищ, я вам скажу. Я вам скажу, капец, товарищ. В подъем дорога какая-то идет вдоль линии, что ли. Там бульдозер стоит, что там за дорога. Дыму здесь опять капец как. Горит все в округе. Вот так горы, как будто тень какая-то на камеру. А это горы и снег лежит. Ну и так, друзья, все, выгрузились, дозагрузились, доехали, заправились. И двигаем теперь на Якутск. На Якутск двигаем. Потихонечку, помаленечку. Пацаны сказали здесь заправиться. Это то же самое Опти, партнер Газпрома. Да это, блин, Саханефтегаз быт. Самое нормальное. Здесь северная стоянка, солярка. Все, заправились, сейчас двигаем. Надо какой-то магазин или чего, блин, где-то водички взять попить. Мне их оттуда прорвало, они будут ехать, а вы все стоять, все жить будете. И вот так вот. Ну, навещай, подвинься чуть-чуть, я проеду прямо.
едем. Ну, это на въезде в Нерингли получается тут. Рядышком. Паритет. 75 рублей соляра. Заправка паритет какая-то. Ох, светофор проехал. Ладно, что теперь уже. Там все равно нормальной воды нету. У них в магазине в центре, а туда на фуре запрошено. И так что как-то так. Все, друзья, едем дальше. Не знаю, сегодня, наверное, вряд ли мы доберемся. 800 километров все-таки. Как-никак. Ладно, дальше включу еще. Ну вот он, Чульмакан. Поднимаемся сейчас по гравийке. Они расширили. Вот они тут слева. Тут узенькая такая была зимой вообще. В половину, короче, кое-как две машины поднималась. Слева была насыпь. Взорвали, разгребли быстро они. Видимо, эти работы зимой проводили они. Взрывные вот эти все. Потому что я считаю, что они опустили вон насколько. Вот так будет виднее. Метров 10 точно. 10-15 вниз опустили. Если да больше, наверное. Мерзлота прям. Вот он копает экскаватор, ее видно. Со льдом земля. Да, здесь была узенькая дорожка, капец какая. Расширяют, сделают. Не знаю, будет здесь, нет, асфальт. Убирают все это дело. Блин, заколебали эти кастрюльки, подвигаешь, а нам надо вон туда вниз. Вот так дорога идет. Хорошо они тут опустили его. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, прыгаем. Ну что поделать. Там и тит, говорят, расковыряли.
И тут тоже, говорят, 5 километров в час едешь. Тормаживаем, пропускаем и едем. А, что-то они насыпь снимают. Зимой здесь крутая подъем и поворот, этот вообще крутой был. Причем сильно крутой. Когда ехал, срезали. Прям хорошо срезали. Ну, за тряску извиняйте. Не знаю, посмотрим, как там телефон передаст. Ну, вроде, в принципе, он неплохо передавал. Пустым-то сюда, да и зиму, в принципе, я зимой просто хорошо вышел. Одну скорость набрал тут. Ям-то таких не было, здесь была ровная гравийка, они же на зиму сделали ее, чтобы все на машины ездили. А сейчас пришла весна, все, они опять расковыряли, делают. Ну, хорошо срезают, я честно скажу, прям хорошо срезали. То, что было, вот считаю, что высота была, по высоте шел. То, что стало. А раньше как было вообще капец. Вон там что-то слева к насыпи насыпают. Что-то сделают сейчас. Тут расширят, подсрежут. Все четко будет. Природа здесь вообще огонь. Мне вообще так нравится природа. Я уже заколебался, если честно сказать, прыгать. Будем сидушку затянул. Будем вместе с кабиной прыгать. Пацаны говорят, уже типа белые ночи в Якутске. Не знаю, правда, неправда. Посмотрим. Ну, вчера ехал в 10 часов в Нерюнгрис. Ну, как бы не... У нас в 10 часов темно. А здесь в Нерюнгрис светло. И видно закат, он там такой яркий. То есть, сказали, туда, говорит, дальше, к Якутску. Уже белые ночи, типа. Ну, посмотрим. Что ты там пыли дышишь? А, ты туда. Красиво здесь, офигенная. Линия ЛЭП. Ну, это Чульман остал, да, и еще нам одна горка. Горка Тит, как местные называют. И давай им, говорит, горочку перевалите. Я говорю, какую горочку? Ну, когда первый раз ехал. Да, горка Тит называется. Так, говорит. Там все, говорят, висят. Я нормально зимой прошел. Первый раз. Летом-то сейчас что, потихоньку. Включил скорость, да и дуй потихонечку. Тита перевалим. И все, считаю, что там сильно. Ну, они будут, конечно, горы там, блин, туда-сюда. Ну, там уже таких серьезных подъемов уже не будет, по-моему.
в Алдане. В Алдане тогда вообще прикольно на подъем. Уступи машин, этот светофор сделал, но уступи дорогу. А, не светофор, просто уступи дорогу, светофора нет там. Ну, я поснимаю. Главное, там идет с города наверх, а ты как бы по объездной идешь и ты должен уступать. Блин, местные на Вольвах, на Сканях гоняют такие красивые машины. Такие, ну, все свежие, все новенькие видно. Ну и у них нету там 440 лошадей, у них сразу 500 и там начинается и пошло выше. Так что и все равно здесь все подъемы серьезнее, чем, блин, что говорить. Они посерьезнее, чем там у нас. Тут местами вот эти подъемы, как Култук вообще отдыхает. То, что там некоторые боятся Култук, да типа. Култук это так, тут, говорю, то, что срезали уже многие подъемы. Спуск, асфальт начинается, подъем опять. Все, друзья, дальше включусь. Горка кит впереди, снег лежит на титу. Подъезжаем сейчас скоро. Скоро будет. процентов 700 метров. Посмотрим, что там дорожники наделали, не знаю даже. Снег никогда не тает, все лето лежит. Боишься разогнаться, потому что ям. Тут сейчас нету ям, нужно разгоняться. А, ну тут у них тропилка у дорожников стоит.
пацаны говорили. Сейчас покажу это место. Ездит. Сейчас уберем. Показывать, светить номер. Он говорит, если добрался до этого места и видишь, что там дальше все плохо, он говорит, остановись и здесь, постой. Лучше здесь. Здесь еще можно заднюю сдать. Как он? Ёлки-палки, село там. Я забыл. Как он называется? Все, только что проезжал же. Перед Титом. Там стоянка, там кафешка есть. Дальше все, уже заднюю не дашь. Дальше Тит впереди. Впереди нас ждет Тит. И паромная переправа. Еще останется. Ну, тоже завтра, наверное, будет. Сегодня я точно не то, что не доеду, а не переправлюсь уже. Снег лежит. Сейчас показываю 17 за бортом, может быть. Ночью 0 был. Местные 0 сказали, а я вечером вставал, 3 градуса был. И я вот смотрю у них, здесь грунт-то весь такой скалистый. Где они что садят? Как они садят? Огороды, не огороды там, если у кого-то есть. Это не скалы. Что они тут хоть делают, непонятно. Ой. Буду я здоров. Вот сейчас его кран этот объехать. Медленно шлепают. Помягче. Тут они, да, тут нормально, они подсыпали, подняли. Все, отсюда надо было разгоняться. И все, и херачить. Ну, зимой. Этаж, чтобы зайти. Чтобы зайти на Титан. Отсюда надо было газовать. Опять же, они сейчас, этот их проектировщик какой-то,
корректировщик наделают сейчас. Опять попроваливается все. Блин. Ось упала все-таки у нас. Задрала она. Гравики проехал. И ничего, нормально. Ладно. Захотелось этой АБС-ки сработать. АБС прицепа. Зимой здесь помягче ехать, конечно, что говорить. Сейчас я, короче, остановлюсь, подниму все-таки ее. Потому что тяжелее едет, сразу чувствуется. Потом включусь. Ну вот они тут начали. Непонятно что-то. Они и там срезали этот язык. Снег, смотрите, да, лежит. Сейчас будем летать, прыгать. Ну, чтобы не прыгать, вот так сделать надо. Ну, они подъем положить делают. Вот на этом же злобке, вот где они сейчас делают. Никогда подняться никто не мог. Потому что тут зимой не с ямки на ямку надо перекачиваться, а газовать, удержать обороты. Летом сейчас не стать. Вот будет прикол, смех. Но они, да, поднимают, выравнивают. Злобок, этот съебок они сделают, наверное, просто затяжным подъемом. Плохо, камеры нет на голове, я так на голову сделал. А телефон как? Ну, ничего страшного пока. Друзья мои, потерпите чуть-чуть. Я потом все-таки куплю. Это все равно будет попроще. Чуть-чуть спускаться потихоньку, катишься. Так катишься. Груженным еще грузом раскачивают во все стороны. Сейчас потихонечку заберемся. Вот тут уже вот скорость все теряли. Он резкий, жлобок такой. Я сейчас к зиме сделаю, тут все, отцепят это дело. Зиме его сделаю. Если они вот эти ямы на зиму останутся, тут вообще никто не поднимется.
третий, он ползу потихонечку. Куда он денется, он вытянет. Только я понять не могу, что они будут делать, как они. Либо они там внизу, там какой-то ручей, по-моему, бежит. Там она пойдет или как, я что-то понять не могу. Или сюда они. Да нет, они здесь отсыпать смысл. 5-10 километров в час ползем пердячим паром. И все нормально. А зимой здесь, да, вот разгон нужен и обороты держать. Вот, ниже 1500, чтобы вообще не падало. И все, я вот как пошел снизу, к 1,5 подходит, хлобысь, переключился. На механику перехожу. И все, вот этот злобок прошел. Вот здесь сейчас микроавтобус поворачивает. Все. Ну, еще расслабляться как бы нельзя. Газуешь. Туда наверх он уже положит. Все равно он резкий злобок здесь был. Не знаю, что они сейчас тут сделают, конечно. Сейчас 4-ю ему дать, все. И поползли. Просто там говорят, где поворот, этот язык они тоже там разрывают. Вот. Сейчас же получается вот так прямо, и потом туда дорога пойдет. Потихоньку заползем. Не зима. Но видео получится длинным. Долгим. Сейчас с копейками будет, наверное. Если скорее вы будете смотреть, я уже буду дома. Связи нифига нормальной нету нынче. У меня еще, как я до Невера добрался, еще не загрузил. Даже с опозданием чуть идет. Так нормально будет. Натяжечку поползем. Я чувствую по машине, что он вытянет. И даю ему натяг. А так, одну скорость врубили и поехали. Там они что-то слева объезд какой-то сделали. Что-то они сейчас наковыряют. Расковыряют они его весь. Слева смотрите, сколько снега. А тут вообще не тает снег. Солнце, видать, тут не попадает. Что-то объезд готовят. Там, наверное, будем ездить. А они здесь это снижать будут. И вот на этом повороте, вот он злобок, получается, надо по встречке и резко на свою сторону уходишь, и получается, а если по своей стороне будешь подниматься, то прям на повороте встанешь на этой петле. Капец как. Что там АБС-ка выпендрилась? Здесь он потихоньку едем, и все, и там тоже ехал. 11 километров гравийки было. После Чурмакана там чуть-чуть асфальта, потом 11 километров гравийки.
Сейчас Кита перевалим, чуть проедем, и Алдан будет. В Алдане связь. Погонимся. И дальше помчим. Тут сделали знак «Уступи дорогу». Обычно кто на спуск идет, уступает. А тут на подъем. Или тут подсыпали, что-то я так не помню. Тут походу подсыпали. Тут жлобок здоровый был. Прям на повороте был здоровый жлобок. И все здесь по встречке. Но он не остался, все равно он остался. Здесь почему по встречке? Потому что там все равно подъемом ты не вытянешь его. А тут вот так по встречке идешь и на свою сторону, и все. Ну они тут срезают, что-то делают. Почему? Вообще не поймешь, какие-то понарыли чего-то. Что-то я понять даже не могу, честно сказать, что они хотят сделать. Площадку. Зачем? Для чего? Красота здесь вообще капец. Ну и все. Зимой здесь просто газуешь. Но здесь они опустят. Чего, я что-то понять не могу. А зачем они эту петлю-то оставляют? Как на Чермакане, наверное, будет. Переходить, если что, на нижнюю передачу переключиться. Опс, ёпс, ну да, они тут даже там стояли наверху. Теперь здесь даже и не остановишься, получается. Да. Вот в чем прикол, знаки стоят, да, вот встречка пойдет, и где тут разъезжаться с ней? В центральной части везде там регулировщики, да? А тут нету такого. Светофоры там типа ставят. Это что-то мало они его опустили-то. Дальше им не дают, наверное, просто ковырять его. Ладно, друзья, все, дальше включимся, а то уже так 12 минут. Проехал Томот. Даже этот, как она, Амга. Верхняя или нижняя Амга, что-то я так, название забыл. Знаешь, что речка Амга, там мост такой кривой. Время у нас 10 часов вечера. Вот как светло, да? Так вот. Белые ночи. Интересно, всю ночь так будет? И до утра или нет?
чебурек с собой взял. Чебурек, лепешку. Да поехал дальше. Сейчас дома приеду. Надо будет по-любому на Китай заходить, колесики передние менять. Я на правом колесе корт полез. Запаска новая, я ее поставил туда. Ну, я и говорил, с директором разговаривали, что, говорю, два максимум 3 рейса, все. 3 зимних хана. Она все хорошая, протектор. Трескаться сама по себе начала уже. От старости. 5 лет, считай, что. На фуре стоит 5 лет, это очень много надо. Понятно, что они не ездили. 140 тысяч пробега только всего-то. Ну что я скажу, до Алдана дорога плохая. Ну а вот после Алдана здесь получше. Ну местами есть тут ларьки такие небольшие, но она намного лучше, чем до Алдана. На Китае я снимал. Реконструируют его. Чульмакан реконструируют, так что там все делают, переделывают. И вот так вот. В 10 часов вечера у нас уже там дома темно, блин. Здесь светло. Здесь такая прикольная. Лиственницы, березки маленькие там такие. Вот это, по-моему, длинные, вот это тонкие, это, по-моему, что-то на ели, на елку похоже, потому что, ну, не листвянка, видно, что по хвое. Не знаю, что это. Кто там местный будет смотреть, может, скажет. Даст пояснение к нашему ролику. Так что дуем, ребят, дуем. Я думаю, до Кочекадцев, наверное, дойдем сегодня. Ну, чтобы связь была на телефоне. Без связи как-то не алё. Дойдем до Кочекадцев там. А завтра уже на переправу переправляться, в понедельник с утра загружаться и назад на переправу. Всем доброе утро. Сегодня у нас уже 9 июня. В Кочекадцах ночевал, вчера доехал уже, поздно было. Все, двигаем на паром. Короче, в 7 часов утра 20-ка. Солнце светит капец как ярко. Получается я приехал ночью. Да, короче, в 12 у них как бы сумерки начинаются. К часу уже начинает светлеть. Видно такой просвет. Ну и дальше все светлее и светлее. Ну я уже спал в это время, конечно.
понаблюдал. Белые ночи здесь точно. Я просто офигел. Вот сейчас уже 21 поехал. Это на солнце прям стоишь, когда. А где-то же здесь в Кочекацах, да, будет, кто будет смотреть, скажет, там этот мост строят. Здесь, по-моему, в Кочекацах же будет. Так что вот так двигаем, друзья, дальше. Ой, друзья мои, ну все, мы самым первым заходил на паром. Не снимал, неудобно, вот она, река Лена. Сейчас задом наперед пойдем. Плавает это говно, мы пойдем. А потом выйду, поснимаю еще. Короче, идем на пароме. Вот оттуда, там Нижний Бестях у нас. Вот так припарковались, первым заезжал. И потом будем последним выезжать. Такая вот обстановочка. Переправу я не снимал там. Ну как заезжать на переправу. Чуть не до этого было. Неудобно чуть. Как-нибудь все равно я засниму. Все, друзья мои, вот такой у нас паром СП 858. Перед нами девятка ушла. Ну а мы подходим уже. Подходим потихонечку. Разворачиваемся. Сейчас к причалу вот этой стороной будет вставать. Вода поднимается. Вода сейчас поднимется, плохо заезжать будет. Я там чуть-чуть цепанул. Вода упадет, нормально будет заезжать. По большой воде плохо. Вот такая река Лена. На той стороне тоже переправа какая-то. Там что-то контейнера, я так и не пойму. Ну, кто местный, может, и напишет. Нет, не местный. Сбавили ход. Ну, а мы сейчас переправимся в магазин и к Стейлу. Заводиться. Нам последними сделать, крайними. Последние. Вот пошел паром. Паром 5. Там вообще паром баржа. Или как там? А, нет, что-то я гоню. Обычный паром стоит. Прикольно такая. Дядька говорит, буду заводиться, в окошко пыль попадет. Все, парель опускают. А вон, наверное, куда мы? Вот тут тоже накопитель большой. Я вот не помню зимой, где она выходит, зимняя переправа. Зимой, наверное, здесь. Капитан Леонтьев. Маленькие машинки сейчас набьют.
Оба, это я дернулся. Ну да, я так понял, вот к этой переправе он будет подходить. Чем воды меньше, тем заезд лучше. Чем больше воды, причалу, то есть вот к этому подходит, тем заезд круче. Все, друзья, потом включимся. Ну и так, друзья мои, все. Спустились, заехал в магазин, взял пельмени. Там на один раз. Батон, бутылку кока-колы, 5 литров воды и пачку сигарет. 800 рублей. 800 рублей отдал. Вот тут что-то класс пива продают. Я говорю, все, едем, ставил. Не знаю, там встанем где-нибудь. И такая вот ситуация. Все, добрались, завтра выгружаемся, и там уже будет видно, что почем и как, где и куда. Ну, сразу, наверное, на парому домой. Так что как-то так, друзья. Ну и так, все, выгружаемся. Компания, сейчас покажу. Происходит выгрузка. На улице зимой склад стоял. Зимой вот сюда заезжаем и все, выгружаемся. Все, дорогие друзья мои. Спасибо, что смотрели этот ролик. Всем удачи. Все, до новых встреч.